Сегодня врачи Федерального медико-биологического агентства страны обследуют жителей сельских поселений Малгобекского района. В коридорах ждут своей очереди сотни людей – взрослые, дети и старики. Хава Белхароева, ветеран Великой Отечественной войны, приехала на осмотр из селения Сагапши. Сопровождают 88-летнюю бабушку и ее сыновья, которые, как только услышали про визит специалиста Федерального агентства, решили не упускать возможность и позаботиться о здоровье матери. Терапевт мы прошли, урологу, кардиологу, врач желудок, у него вот желудок тоже проблемы есть, и урологу тоже написали лечение, и кардиологу тоже, сердце тоже надо подлечить. Они выписали на дальнейшее лечение, и будем здесь, в нашей больнице будем проходить это лечение. За последние 4 дня травматологи, окулисты, кардиологи, педиатры, неврологи и другие врачи узких специальностей уже осмотрели свыше 3000 пациентов. Прием ведется с 9 утра до 6 вечера, но порой приходится задерживаться, делятся специалисты. Ведь такого количества желающих пройти диспансеризацию они давно не видели. Очередь выстроилась и в кабинет окулиста. У Мадины Дзейтовой давно слезятся и краснеют глаза, и даже есть подозрение на катаракты. Сегодня ее опасения не подтвердились, но был поставлен другой диагноз и выписано лечение. Вы можете использовать заменительные правильные слезы, да, чтобы глазки не краснели, ощущение песка, слезотечения не было, дискомфорта в глазах. Уже на улице пациентов ожидает флюромобиль и лечебно-профилактический модуль, в которых проводят осмотр узкого профиля, делают УЗИ и маммографию, которая позволяет на ранних этапах обнаружить различного рода патологии, а также опухолевые заболевания. Эту процедуру необходимо проходить всем женщинам после 40 лет, причем каждые 2 года. Ну а пациенткам помладше рекомендуется консультация у маммолога-онколога. Большой интерес проявляют женщины к нашему кабинету, поскольку у нас есть определенное онкологическое настороженное отношение молочных желез. Сейчас по предварительным данным за 3 прошедших дня были выявлены около, наверное, 8 пациенток с подозрением на злокачественную опухоль. Мы не можем сейчас подтвердить этот диагноз, но то необходимое обследование для того, чтобы уточнить диагноз, проводят пациенты в районном диспансере, который обеспечен всеми необходимыми специалистами и возможностями, чтобы уточнить диагноз. Живая очередь не прекращается ни на минуту, а нескончаемый поток пациентов продолжает штурмовать регистратуру. Среди них и те, кто только записывается на прием, и кто уже прошел осмотр. Пришла с дочкой, чтобы обследовать ее. Она у меня часто болеет, у нее глаз. Врачи посмотрели, обследовали, сказали, ничего страшного. Я очень довольна, рада, что ничего нету. И очень хочу благодарить врачей, и наши тоже, и приезжим. Спасибо огромное, что они уделили внимание, что они приехали ради нас. Но чтобы никто не нарушал порядок очереди, все 4 дня в больнице дежурит Общественный совет Республиканского Минздрава, которые отметили высокую культуру поведения наших пациентов. Доброжелательные люди между собой, это самое же отмечают и врачи. Мы заходим, общаемся с ними, и настолько приятно, когда приезжие врачи говорят, что диагнозы, поставленные местными врачами, назначения, которые это очень квалифицированные врачи, это нам приятно видеть, что наши коллеги очень правильное лечение делают. План у нас обследование проходит до 6 числа, но возможно, еще вопрос не решен, возможно и 7 числа будут у нас проводить обследования. Остались селения нижние, верхние Очулки. Масштабная диспансеризация населения завершится 23 апреля. За это время столичные специалисты планируют посетить все населенные пункты Ингушетии. Альмина Бокова, Рахман Суров, Новости 24.